Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. В 1997 году в этот день в Казани был заключен договор о дружбе и сотрудничестве между республиками Татарстан и Башкортостан. Его подписали президенты Минтимер Шаймиев и Муртаза Рахимов. Впервые такой договор стороны заключили еще в начале 90-х. А в 2012 году в этот день президент России Владимир Путин посетил Великий Болгар. Тогда это были еще раскопки древнего города. А сейчас Болгарский музей-заповедник входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Век без 20. Ты руками своими собираешь, и все это потом летает. Как свое 80-летие отметил Казанский вертолетный завод, увидел Дмитрий Аренин. Подарок к новому учебному году. Несмотря на то, что обучаются в сельской школе, получают вот такие равные возможности. С какими возможностями в него войдет школа села Рождественно, узнавала Юлия Муратова. Подготовка к выборам вышла на финишную прямую. Каждое прибытие такого фургона с бюллетенями на территориальную избирательную комиссию мы отслеживаем, мы фиксируем. Куда сегодня доставили первые бюллетени, узнала Зарина Ахметова. Флаг Татарстана и символика ТССР на самом высоком сооружении Европы. В этот праздник мы сможем телепортировать наше видеоизображение. Какой сюрприз для жителей и гостей Москвы готовит режиссер ТНВ, увидела Юлия Гоголева. Сегодня президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Рустамом Миннихановым. Она прошла в режиме видеоконференции. Глава государства подчеркнул лидирующие позиции Татарстана в различных отраслях и поздравил республику со столетием. У нас Татарстан традиционно находится в лидерах по целому ряду ключевых показателей. О чем хотели бы поговорить сегодня? Уважаемый Владимир Владимирович, хочу доложить о ситуации и обстановке дел в республике. Обстановка в целом стабильная. Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений. В самом начале онлайн-встречи с главой государства Рустам Минниханов рассказал о ситуации с COVID-19. Постепенно республика возвращается к привычной жизни, но борьба с вирусом продолжается. Резервы для этого есть как по местам в больнице, так и по средствам защиты. В республике на 20 августа медработникам, оказывающим медицинскую помощь инфицированным гражданам, произведено стимулирующих выплат на сумму более 2 миллиардов рублей. Основное внимание сосредоточено на восстановлении экономики, рассказывает президент Татарстана. Валовый региональный продукт за 7 месяцев составил более 1 300 миллиардов рублей. Больше всего в период пандемии пострадали нефтедобыча, нефтехимия, машиностроение, энергетика. Несмотря на это, инвестпривлекательность Татарстан сохраняет. Поступление в основной капитал более 200 миллиардов рублей. Что касается малого и среднего бизнеса, меры федеральной поддержки были еще более значительными. Свыше 40 тысяч предпринимателей получили почти 18 миллиардов рублей субсидий на неотложные нужды, льготные кредиты на выплату заработной платы и сохранение занятости. Реструктуризировано 2000 кредитов на 16,7 миллиардов рублей. Финансовую поддержку в период пандемии получили более 760 тысяч детей. Это 16 миллиардов рублей выплат. Одна из ключевых задач – обеспечение занятости населения. Численность безработных с начала года выросла на 68 тысяч человек и составила 79 тысяч. Согласно анализу показателей, каждый второй либо не работал, либо пришел с серого рынка. При этом в республике имеется более 40 тысяч вакансий. Планируется, что к концу года показатель уменьшится в 2 раза. По полной же работают аграрии. С 1 сентября заработают школы. В этом году в эксплуатации будут введены 10 новых школ и 39 школ после капитального ремонта. В рамках федерального проекта «Цифровая экономика» и за счет инвестиционных средств компании «Таттелеком» 100% школ республики в этом году получат высокоскоростной доступ к сети интернет. Мы успешно завершили прошлый учебный год. Несмотря на ограничения, все школы в полном объеме реализовали учебные программы. В республике результаты ЕГЭ по всем учебным предметам выше общесреднероссийских показателей. По ряду предметов вырос средний балл ЕГЭ. На 40 увеличилось число 100-бальных работ. Их всего 239. Остановился Владимир Путин на вопросе экологии. Он отметил, 80% предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляют сброс воды. Требует особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии.
потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, либо плохо очищенных. Проработайте этот вопрос с федеральными органами власти. Если нужна, вот как раз вот здесь, если нужна поддержка, она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта. Вы сделали очень правильное замечание. Мы создали специальную структуру республиканскую. Конечно, огромные слова благодарности за наш проект. Никогда такой программы в нашей стране не было. Мы имеем прекрасную возможность вот в рамках вот этого нацпроекта, мы сейчас активно работаем, привести все это хозяйство в порядок. Для нас очень важно, чтобы среда обитания, качество воды, они были на высоком уровне. Я принимаю это замечание и в этом направлении будем усиленно работать. Рустам Минниханов поблагодарил Владимира Путина за присвоение Казани звания «Город трудовой доблести». Сейчас республика готовится к празднованию юбилейной даты. Спасибо. Рустам Многович, мы уже сказали, и я в начале нашей встречи отметил, что Татарстан традиционно, благодаря усилиям татарстанцев, прежде всего, вашим усилиям, всей вашей команды, традиционно у нас в течение многих лет находится в лидерах по целому ряду ключевых показателей. В завершении встречи Владимир Путин поблагодарил Рустама Минниханова за работу и поздравил Татарстан с предстоящим праздником. Еще раз поздравляю вас и всех жителей республики с столетним юбилеем образования. Спасибо, Владимир Ильич. Мы будем и дальше стараться во благо нашей большой России. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. И мы решили вспомнить 5 самых ярких цитат Владимира Путина о Татарстане и Казани за последние годы. Давайте посмотрим. Я помню, приезжал сюда, когда мы начали заниматься расселением трущоб в Казани. И заходили в один из этих домов, землянка практически. Какая огромная работа проведена Казанью и Татарстаном за предыдущие годы. Это один из самых динамично развивающихся городов страны. Казань демонстрирует всей стране качество административной работы хорошие, высокого уровня, и результаты показывают хорошие. Это совершенно очевидно. Формирование открытой и благоприятной деловой среды уже предметно включились наши регионы. Такие примеры сегодня показывают Республика Татарстан, Чувашия, город Москва. Да, можно их поздравить. Спасибо. Татарстан у нас действительно по основным показателям является лидером среди всех субъектов федерации. И это так и есть. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой. Спасибо Татарстану, спасибо Казани. И как сегодня доложил Рустам Минниханов Владимиру Путину, интернет в Татарстане придет в каждый класс. Сегодня к высокоскоростной линии подключили 1000-ю школу. Осталось подключить еще 45 школ. Таким образом, к 1 сентября президентскую программу выполнят полностью. Напомним, поручение Рустам Минниханов дал во время пандемии. Юлия Муратова о том, как всемирная паутина захватила Татарстан. Давайте, девочки, найдем нашего земляка. Это поисковый отряд Рождественской школы Лаишевского района. Они восстанавливают биографии участников Великой Отечественной войны, которые пропали без вести. Раньше приходилось отправлять запросы в музеи, архивы и неделями ждать ответа. Сейчас такой проблемы не стало. Быстрее можно найти любую информацию, даже не просто в интернете, а в соцсетях спросить, например, более старших, опытных. Показывают ролик на телевидении и выкладывают в соцсети. И вдруг через некоторое время нам сообщение о том, что нашлась родственница, внучка. Оказывается, сосед посмотрел соцсеть и рассказал, говорит: слушай, по-моему, ваш дедушка там был. Она стала звонить, спрашивать. Так оно и получилось. Вот таким образом интернет помог восстановить всю память. За счет чего поднимается модель в воздух? Подготовке к ЕГЭ теперь ничего не мешает. На связи с учителем хоть каждый день. Так ученики уже до начала учебного года взялись за расчеты. Консультации получают дистанционно. Скорость интернета выросла в 10 раз. Сегодня в центре внимания оказывается сам человек. Его мобильность, гибкость, динамичность. Сегодня учителя здесь тоже учатся, как пользоваться информационными возможностями в образовании. Учатся работать онлайн, загружают материалы. У нас еще присылают нам тесты по профориентации, бывает. Была такая даже ситуация, что у нас просто вылетало все. А сейчас спокойно, да,
хорошо, нам нравится. Наши школьники тоже, несмотря на то, что обучаются в сельской школе, получают вот такие равные возможности, и цифровое неравенство, оно как бы ликвидируется. Задачу внедрения высокоскоростного интернета в учебные заведения поставил Рустам Миниханов. Так, за 3 месяца по национальному проекту «Цифровая экономика» к сети подключили уже 1045 школ и 33 колледжа. В целом было проложено более 500 километров волоконно-оптических линий связи, уложено в кабельную канализацию. Ни один регион России не может таким похвастаться. Я общался с учителями и говорю, вообще вам это полезно, то, что мы провели скоростной интернет? Учителя, педагоги и дети говорят «за», потому что процесс обучения будет более интересный. Лаишевская школа стала 1000-й. Впереди завершение работ в 45 учебных заведениях. Успеет к 1 сентября. А уже к Новому году в каждой школе заработает Wi-Fi. Юлия Муратова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Лаишевский район. Век без 20. Свое 80-летие сегодня отметил Казанский вертолетный завод. Поздравить заводчан приехал Рустам Миниханов. Предприятие, ставшее одной из визитных карточек Татарстана, изначально появилось в Ленинграде как авиазавод. Жизненный путь в нашей республике во многом можно охарактеризовать словами «единственный» и «впервые». О празднике с экскурсом в историю и взглядом в будущее Дмитрий Аринин. Терпение – главное терпение, говорит сборщик вертолетов Карим Валиуллин. На заводе мужчина работает 4 года. По его мнению, собирать именно винтокрылую технику особенно интересно. Чертежи интересней. И как бы гордость, потому что ты руками своими собираешь, и все это потом летает. История Казанского вертолетного завода началась 4 сентября 1940 года, когда был создан Ленинградский авиастроительный завод. В Великую Отечественную предприятие эвакуировали в Казань. За годы войны на фронт отправили более 10 тысяч ночных бомбардировщиков, а после военный период завод перестроился на выпуск комбайнов. Предприятие получило орден Трудового Красного Знамени. Лучшим работникам завода сегодня вручили государственные награды. Орденом за заслуги перед республикой удостоился Ринат Валиуллин. На заводе мужчина работает более полувека, сейчас уже вместе со своим сыном. Тоже работаю в одной бригаде со мной. Мы сейчас собираем новые модификации машин Ми-38. Стали работать по точной линии автоматные. Работа идет более быстрее. Изготовление деталей с большой точностью. Вертолетная история в Казани началась в 50-х годах. Завод стал и первым в стране серийным производителем вертолетов Ми-1 и первым экспортером Ми-4. Освоил самый массовый в стране Ми-8. Сейчас уже дошел до модификации Ми-38. Казанский вертолетный завод вносит значительный вклад в развитие авиастроительной отрасли Татарстана и всего отечественного вертолетостроения. Символично, что 80-летие завода совпадает с годом празднования столетия ТАССР. Завод достойно представляет республику на рынках России и мира. За 80 лет 12 тысяч казанских винтокрылых машин разлетелись почти в 100 стран мира. Как подсчитали, суммарный налет составил более 50 миллионов часов. Сейчас гордость завода – это вертолеты серии «Ансат». Это единственный в нашей стране вид вертолетов, который был разработан и создан в постсоветский период. «Ансаты» уже успели проявить себя и на фронте борьбы с пандемией. Их медицинские модификации с инфекционными боксами сейчас работают в десятках регионах страны. Наша задача – вывести Казанский вертолетный завод на новый уровень. Для этого у нас есть все. Прекрасный коллектив, славные традиции, замечательная линейка вертолетов «Ансат», семейство Ми-8, Ми-38 и их многочисленные модификации. В модернизацию завода в последние годы вложили более 11 миллиардов рублей. Заказы поступают из России и зарубежья. Так контракт с заводом заключил Рособоронэкспорт. Потребность рынка оценивается в 200 вертолетов Ми-38. Работа должна завертеться с еще большими оборотами. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Сегодня в Елабуге открылась школа Казанского федерального университета. В ходе рабочей поездки ее осмотрел председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин. Глава парламента также посетил один из елабужских дворов, отремонтированный по программе «Наш двор», и успел пообщаться с рабочими завода «ЕЛАЗ». Об итогах поездки Алия Харудинова. Здесь выпускают несколько видов тракторов и спецтехнику для добычи нефти. Елабужский автомобильный завод занимает высокие позиции на рынке сбыта уже 30 лет. Сегодня Фарид Мухамедшин отметил, ЕЛАЗ с меньшими потерями переживает последствия пандемии. А заводчанам удалось сохранить тот потенциал, который был заложен еще в советское время. ЕЛАЗ с меньшими потерями, чем многие другие производства, переживает пандемию.
коронавирус и экономические проблемы, связанные с этим. Здесь сейчас трудятся более 1000 человек, и их большая часть местные жители. Сегодня они говорили и об успехах предприятия, и о развитии города. Есть вопросы, которые ждут еще решения. Кого-то беспокоит бездорожье в новом микрорайоне, а кто-то видит облик города более современным. Видели, да, у нас порт все-таки сделали, запустили его, но вот эти 10 плит, их можно как-то передвинуть и нормально там сделать, более-менее въезд нормальный. Вообще дороги – это серьезный вопрос. Мы научились хорошо строить жилье. 20 с лишним миллионов квадратных метров жилья строим в Татарстане. У вас тоже хорошо идет. Крупные объекты, социальные объекты, больницы, детские сады, школы. Не где-нибудь, а в Елабуге прилетело все руководство республики, и полигональные школы открывали здесь, хотя их 6 у нас. Немножко двор похорошел? Да. Площадки появились, скамейки появились. Еще один проект, который реализуется в тесном общении с жителями – президентская программа «Наш двор». В Елабуге уже отремонтировали 34 придомовых территорий. Работы идут в 13 дворах. В этом на проспекте Нефтяников обновили фасад жилых домов, проложен асфальт, построена детская площадка. Очень важно, что появились детские площадки, где дети могут в свободное время от занятий. У нас тут есть недалеко детский центр наш, и во время перерыва мы сюда выходим, с детишками играем. Красиво сделано, рукой что можно. Красиво, очень красиво сделали. Лавочки сделали, мы даже рады. А это единственная в республике университетская школа. Здесь уже начались небольшие эксперименты. Во время перемен тут будут учить татарский вместе с Шаян ТВ, а английский язык в начальных классах будут вести 2 учителя. Я считаюсь ассистентом преподавателя, и если преподавателю нужна будет какая-то помощь, я всегда буду верным его сторонником, плечом, так скажем, на который он может опереться. Если нужно будет, я смогу его заменить в любой момент. Как отметил Фарид Мухаммедшин, в город привнесены много новаций. Здесь умеют слышать и работать с людьми. Очень приятно, и было интересно мнение горожан услышать о том, как ведутся ремонтные работы, как благоустраиваются дворы, территории, места общего проживания. Елабуга в активе, Елабуга на ходу. А вопросы, которые были озвучены сегодня, решено включить в план следующего года и по возможности заложить расходы в бюджет. Алия Хайрудинова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Елабуга. Сохранить язык и традиции. Эту тему сегодня обсуждали в Заинском районе. С рабочим визитом его посетили председатель комиссии при президенте республики по сохранению и развитию татарского языка Марат Ахметов и депутат Госсовета Татарстана, генеральный директор телекомпании «Новый век» Ильшат Аминов. Первой точкой посещения стал Дом культуры в деревне Именлебаш. Здесь гости увидели, как хранят на Заинской земле традиции татарского народа от глубокой старины до наших дней. Позже в Национальной библиотеке имени Субуха Рафикова уже в самом Заинске прошла встреча с учителями татарского языка. Речь шла о воспитании у молодежи уважения к национальной культуре и родному языку. Мы должны гордиться, что мы здесь живем, родились и должны уважать свой родной язык, должны знать мы этот язык. Очень литературно богатый язык наш татарский. Этим дорожить нужно. И тем самым мы в будущем сохраним свою нацию, сохраним республику, сохраним свое будущее. Огромная работа должна быть проделана. И я очень рад, что наш дорогой и любимый Заинский район имеет очень хорошие позиции в этом вопросе и очень хорошую динамику. И самое главное, как говорил наш президент, национальное – это внутренний подвиг. Вот каждому из нас надо привыкнуть этот внутренний подвиг делать ежедневно. Бюллетени на предстоящие выборы напечатаны, теперь их развезут по участкам. Сегодня готовый тираж из издательства «Эдель Пресс» передали инкассаторам, а они уже доставят в территориальные избирательные комиссии. Всего 66 палет, где упакованы бланки для 3 избирательных кампаний. Вести их будут под охраной, а принимать по строгому регламенту. Главные документы голосования из типографии проводила Зарина Ахметова. В таком виде, как мы им сейчас даем, все. Да. Начинается завершающий этап подготовки к голосованию. 66 палет, тщательно обернутых пленкой, уже готовы к отправке в территориальные избирательные комиссии. Весь путь под охраной инкассаторов. Беречь главный документ избирательной кампании будут как ценные бумаги.
Все бюллетени считаются вручную, после упаковываются в специальные конверты и палеты, на которых написано пункт назначения. В каждый город свое количество. Эти, например, отправятся в Заинск, эти в Чистополь, а вот эти вот в Нижнекамск. 60 тонн бумаги – это равноценно одному грузовому вагону. Столько материала ушло на тираж бланков для 3 избирательных кампаний. Почти 3 миллиона бюллетеней на выборы президента Татарстана. Более 454 тысяч на доп. Выборы в Госдуму. 61 тысяча на доп. Выборы в Госсовет. Безусловно, он приезжает на ТИК. ТИК получает. Это и ответственность администрации, и ответственность территориальной избирательной комиссии. И каждое прибытие такого вот фургона с бюллетенями на территориальную избирательную комиссию мы отслеживаем, мы фиксируем. Здесь уже уничтожают те бланки, которые не прошли отбор. Вот так будут выглядеть бюллетени на выборы президента республики. Фамилии кандидатов размещены в алфавитном порядке. Текст на 2 государственных языках. Но на этом работа типографии не заканчивается. Впереди еще несколько дней без выходных. За нашей спиной еще остается городская дума, которая сейчас находится на выборы осенние на упаковке, и набережные Челны. Так как они были сданы позже, мы сегодняшний день, включая пятницу, субботу, воскресенье, эти бюллетени закончим. Уже сегодня первая партия с бюллетенями прибудет в Челны, Нижнекамск, Елабугу и Альметьевск. До остальных дают до 7 сентября. Так что к 11 числу бланки доставят территориальные избирательные комиссии. Напомним, выборы пройдут 11, 12 и 13 сентября. Зарина Ахметова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Спорт здесь будет круглый год. Рустам Минниханов сегодня в Челнах открыл сразу 2 крупных объекта для спортивной молодежи города. Один из них – футбольный манеж, где играть с мячом футболисты смогут круглый год. Другой – ледовый дворец, построенный по национальному проекту «Демография». Заниматься здесь будут не только хоккеисты и фигуристы, но и просто кататься рядовые челнинцы. Рами Шайдулина о долгожданных открытиях. Мяч едва касается свежего покрытия, а игра уже переходит в острую фазу. Этого матча на новом поле челнинские ребята ждали с прошлого года, когда на этом месте был заложен первый крытый футбольный манеж республики. Очень высокая трава, очень большое поле и очень хорошее покрытие. Идея строительства таких площадок, где татарстанцы смогут заниматься футболом не только летом, а постоянно, родилась у Рустама Минниханова еще во время футбольного мундиаля. На чемпионате мира, когда команда Исландии дала такой бой ведущим футбольным державам. И я себе тоже задал вопрос, как может страна, которая располагается не в Латинской Америке, достаточно такой климатической зоне, где круглый год футбол играть невозможно. Оказывается, они построили очень много манежей. А главная зона этого манежа, конечно, вот это футбольное поле. По международным стандартам его размеры 45 на 90 метров. Покрытие – искусственный газон с резиновой крошкой, рассчитанный как для тренировок, так и для полноценных игр. Мы долго этот манеж ждали. Я очень рад, что его построили. Не только я рад, и мои коллеги, и родители. Этот крытый манеж первый такой в республике. В этом году к столетию ТССР откроются еще 3 в Казани и Нижнекамске. На новоселье все-таки с пустыми руками не приходят. Наша компания КАМАЗ сегодня привезла и оставляет вам подарок. Автобус «Бравис», который оборудован всем необходимым для перевозки детей. А здесь круглый год можно будет заниматься не футболом, а хоккеем и фигурным катанием. В Челнах новый крытый каток с искусственным льдом. Ледовые очень красивые, раздевалки качественные. Качество отличное, лед плотный, претензий нет. Ледовую арену построили всего за несколько месяцев. А уже сейчас здесь начинают заниматься 600 ребят из местной спортивной школы. Спорт в Челнах теперь круглый год, а спортивные достижения – дело времени. И каток, и манеж должны воспитать новые поколения выдающихся спортсменов. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Набережные Челны.
Большую премьеру к столетнему юбилею республики готовит известный тележурналист Сергей Брилев. Он снял фильм «Волга, Кама и притоки». Какой он Татарстан сегодня с крупными международными событиями, особыми экономическими зонами, благоустроенными парками, скверами и промышленными гигантами? И каким он был вне основания? Какой путь прошла республика к сегодняшнему статусу региона-лидера? Фильм выйдет уже в эти выходные на телеканале «Россия-24». Смотрите в субботу и воскресенье. Необычный подарок к юбилею ТАССР готовят для жителей и гостей Москвы. Почти на весь световой день цвета флага Татарстана собирается окрасить знаменитую Останкинскую телебашню, чтобы и в столице России 30 августа воцарилось по-настоящему праздничное настроение. В разработке волшебства приняли участие программисты нашей телекомпании. Кто работал над проектом и в какое время москвичам нужно готовиться к тематическому селфи, чтобы присоединиться к празднованию Дня Республики, выясняла Юлия Коглева. Вот у них вот это идет вращение. И невозможное возможно, уверены режиссеры нашей телекомпании, а потому замахнулись на самое знаменитое строение столицы России – Останкинскую телебашню. Флаг и эмблему ТАССР разместят сразу на 2 фасадах. Картинка на плазменных экранах вращается, так что уж точно о праздновании юбилея ТАССР узнает несколько миллионов человек. Видно будет издалека. Работа, конечно, была технически несложная, скорее интересная и увлекательная. Ну и, конечно, мы всем отделом безумно гордимся тем, что нам доверили этот проект. Волшебство к юбилею ТАССР – проект совместный. Московские инженеры и казанские программисты общими усилиями решили телепортировать праздничное настроение из Татарстана в столицу. Решающим стали самые последние технические разработки. Останкинская башня, несмотря на почтенный возраст, до сих пор шагает в ногу со временем. И современные технологии позволили ее модифицировать и обшить ее видеоэкраном. И для нас было большой честью, гордостью то, что в этот большой праздник на ней будет развиваться флаг, видеоизображение и символика ТАССР. Останкинская телебашня – самое высокое сооружение не только в нашей стране, но и во всей Европе. Символ телевидения – самое узнаваемое сооружение во всей Москве. Флаг Татарстана и эмблема ТАССР появится на ней 30 августа ровно в 10 часов утра. Любоваться зрелищем жители и гости столицы России смогут в течение 12 часов до 10 вечера. И особенно красивыми снимки на фоне украшенной телебашни будут после захода солнца. Юлия Гоглева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте. В студии София Егорова. О погоде в ближайшие минуты. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево в предстоящие сутки дожди усилятся. Станет немного прохладнее, плюс 24. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ожидаются дожди, местами сильные. Температура станет ниже, до плюс 25. В Багрызе, Менделеевске, Актаныше такая же ситуация. Облачно и сыро, 24-26 градусов днем. В Арске, Кукмаре и Балтаси ожидается облачная погода, пройдут дожди разной интенсивности. В Болгаре, Дрожжином и Буинске станет прохладнее, плюс 23, пройдут дожди. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше ожидаются новые порции осадков, местами сильные, станет прохладнее, днем всего плюс 23. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6500 рублей в месяц. Звони 295 77 77. Ипотека от 6500 рублей в месяц.
Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки и на сайте akbars-dom.ru. В Казани будет облачно, местами пройдут дожди. Ночью около 17 тепла, а днем 25 градусов выше 0. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.